В эфире новости, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. День траура. В Крыму почтили память жертв Холокоста. Председатель Госкомнадза посетил Красноперекопский район. О проблемах рассказали жители региона. Неуслышанные проблемы. Делегат Курултая Али Озенбаш раскритиковал украинские власти. Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, прошли сегодня в крымской столице. Представители власти посетили мемориальный комплекс «Концлагерь Красный», где почтили память жертв. Подробнее расскажет Арзы Хасьянова. Сегодня поминальный колокол молчит. На площади много людей собрались с одной целью – отдать дань памяти жертвам Холокоста. Их чтят во всем мире 27 января. Именно в этот день, в 1945 году, советскими войсками был освобожден Аушвиц-Биркенау, более известный как лагерь Освенцим, за 5 лет существования которого живыми из него не вернулись от 1,5 до 2 миллионов людей. Самый большой концентрационный лагерь, созданный нацистами Освенцим. В момент освобождения там находилось больше 7,5 тысяч заключенных. Войдя на территорию, даже бывалые солдаты были в ужасе от увиденного. Перед ними открылась одна из самых страшных машин смерти Третьего рейха. Люди здесь умирали не только в газовых камерах. Тяжелый труд, недостаток пищи и издевательства делали их жизнь невыносимой. А лишь со временем мир узнает и о зверствах врачей. Серьезнейшее преступление, масштабы которого человечество до этих пор не знало. Очень хочется верить в то, что и не узнает никогда. Общее количество концентрационных лагерей, тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и в самой Германии ужасает. Больше 14 тысяч. В тюрьмах смерти убивали невинных. Сегодня об этом говорили не только люди, уже умудренные, убеленные сединами, а молодые студенты, школьники. Это значит, что память об этом будет жить, и есть надежда, что это не повторится. Нацистская политика сегрегации уничтожила миллионы жизней. Инкубаторы смерти, газовые камеры и черный дым из трупных печей. Вот что такое Холокост. В большей степени затронуло еврейское население. Жизнь миллионов людей под знаком желтой звезды. Именно такой отличительный знак носили евреи по всей Европе, изменилась в один миг. Сегодня эта трагедия объединила всех, вне зависимости от вероисповедания и национальностей. Наша задача сделать все, чтобы данные трагедии не повторялись в будущем, чтобы молодое поколение знало, что цементирует наше единство только уважительное и бережное отношение к традициям, культуре каждого народа. Фашизм в свое время сотрясал и полуостров. Одно из мест казни безвинных – концлагерь Красный. Установленный мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма. И сегодня напоминает о трагедии. Я хочу привести слова Ягуды Бауэра, который известнейший специалист в области Холокоста, который сам пережил Холокост, который сказал, что память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Как такое могло произойти в образованной и цивилизованной Европе, построенной на идеях человеколюбия? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. По-видимому, каждое поколение должно находить этот ответ самостоятельно, заново открывая эту страшную страницу истории под названием «Холокост». Арзы Хасьянова, Алишер Алимов, телеканал «Милет». Возмущение украинской власти выразил делегат Курултая крымско-татарского народа Али Озенбаш. В эфире одного из украинских каналов он раскритиковал мероприятие, посвященное столетию Курултая в Киеве. Али Озенбаш рассказал, что не ожидал такого неуважения по отношению к крымско-татарскому народу. Ожидалось присутствие президента Украины и представителей исполнительной власти страны. Однако высшие органы власти проигнорировали приглашение. Мы на 2 часа взяли в аренду зал Верховной Рады. Кто к нам проявил уважение? Президент Украины нашел же время сходить на премьеру фильма «Киборг». А для нас у него времени не нашлось. Не пришел. Почему? Значит, так они нас уважают. Или премьер-министр Гройсман пришел, или кто-либо другой из премьеров. Никто к нам не проявил уважения. Никого не было. Али Озенбаш добавил, что вокруг мероприятия создали много шума из ничего, а их проблемы так и остались неуслышанными.
Пришли только 2 потрепанных бывших президента. Один из них Ющенко. Не буду продолжать. Все вы знаете его достоинство и значимость. Я бы постеснялся его приглашать. Второй же Кравчук. Они не выдержали и 2 часов. После выступления Мустафы Ага встали и ушли. Никого не было. Столько шума из-за того, что мероприятие провели в Верховной Раде. Может, для кого-то и большая честь, но не для меня. Это не победа, а поражение для нас. Очередная встреча с лидерами мнений и общественниками состоялась в Красноперекопском районе. Председатель Госкомнатса Ленур Абдураманов посетил Орловское, Воинское, Магазинское, сельские поселения и ответил на проблемные вопросы местных жителей. Подробнее расскажет наш корреспондент София Шукурова. Это мечеть в селе Орловка Красноперекопского района, бывшая пекарня. Несколько лет назад здание передали в собственность мусульманской общины Берекет. Они сразу приступили к ремонту. Каждый житель по мере возможности вносил свой вклад. Здесь уже заменили крышу, сделали ремонт в большом зале, выровняли стены. На праздники сюда приезжают молиться мусульмане с 3 сел, а это больше 100 человек. Здесь полы бетонные, их нужно делать деревянными. Очень холодно здесь. Эти комнаты нужно ремонтировать. В праздничные дни люди в одной комнате не вмещаются. У нас огромная просьба ко всем, кто может, помогите нам. Наш народ будет очень благодарен. Здесь в мечети нет отопления, бетонные полы, отсутствует комната для омовения, окна разбиты, а деревянные двери прогнили, их нужно заменить. Еще жители мечтают о появлении минарета. Все эти и другие проблемы жители рассказали председателю Госкомнатса Ленуру Абдураманову после встречи с жителями села Воинка. Там же посетили и мечеть. Ее построили в 2010 году, меньше чем за год. Это культовое сооружение – подарок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Здесь обучают детей арабскому языку и чтению священного Корана, совершают 5-кратный намаз и проводят никях. Эта мечеть для нас большой подарок и помощь. Ее от начала до конца помог построить глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Пусть Аллах будет доволен им. В селе Магазинка жители обратились к председателю Госкомнатса по вопросам получения материального капитала, выкупу жилья и организации национальных праздников. По всем вопросам были даны разъяснения. Ленур Абдураманов отметил доброжелательную позицию населения. Далекие наши сельские поселения, население, где люди давно очень ждут наших встреч. Они необходимы, а самое главное, что здесь люди очень позитивно настроены, несмотря на то, что они находятся в отдаленных районах, или то здесь жизнь кипит, как бы несмотря на что. А наши визиты еще более дают им воодушевление того, что дальше мы все вместе будем решать наши проблемы. Посещение самых отдаленных сел полуострова с целью изучения проблем населения – это основное направление работы председателя Госкомнатса Ленура Абдураманова. Такие встречи будут проходить регулярно. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Крупный пожар произошел прошлой ночью в Бахчисарайском районе на территории скита Святой Анастасии Узорешительницы у Свято-Успенского мужского монастыря. По предварительной версии, очаг загорания находился в котельной, откуда пожар распространился на соседние здания, сообщили в МЧС. Строения были выполнены из дерева, поэтому огонь моментально охватил 7 объектов, расположенных на территории. Люди в момент загорания самостоятельно покинули помещение, а жертв и пострадавших нет. Остановить пожар огнеборцам удалось в 23:00. Его площадь составила 336 квадратных метров. Огонь уничтожил 7 построек. Это здание трапезной, 3 хозяйственных помещения и 3 торговые лавки. В Крыму легковушка протаранила бензовоз. Пострадали 3 человека. ДТП произошло в Кировском районе у села Жемчужина. 2 госпитализировали. Водитель бензовоза в медицинской помощи не нуждался. По словам министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова, в зимний период риск возникновения ДТП увеличивается в связи с погодными условиями. Всего с начала года крымских спасателей привлекали 12 раз для ликвидации последствий аварии. Более 250 миллионов рублей на выплаты при рождении первого ребенка направил крымский парламент. Об этом сообщила министр финансов Ирина Кивика. Соответствующий законопроект сразу в 2 чтениях был принят депутатами Госсовета Крыма на сегодняшней внеочередной сессии. Кроме того, по словам министра финансов, 687 миллионов рублей будут направлены на увеличение уставного фонда Черноморнефтегаза за компенсационные выплаты людям, которые пострадали из-за ухода из Крыма украинских банков.
Мы внесли 255,2 миллиона. Это выплаты, назначаемые при рождении первого ребенка. Это раньше не было таких выплат. Это сейчас все мамочки должны обратиться и будут получать 10,2 тысячи рублей на первого ребенка выплату. Не было таких выплат раньше, но эта выплата, она носит зависимый характер, поэтому должны обратиться в Управление труда и соцзащиты по месту своего жительства и показывать свидетельство о рождении и будут получать эту выплату ежемесячно все мамы. Это новая, это инициатива президента. Он с этой инициативой выступил в декабре. И вот, как вы уже видите, уже все решено. И уже с января, за январь уже будут получать наши мамочки эту выплату. Жители Сакского района единогласно поддержали обращение 22 крымско-татарских общественных организаций, которые 25 января призвали крымских татар прийти на избирательные участки 18 марта. Об этом стало известно во время встречи с лидерами общественного мнения в городе Саке. Об итогах встречи расскажет Султания Сидакаева. Лидеры общественного мнения и религиозные деятели обсудили не только проблемные вопросы региона, но и предстоящие выборы президента. Каждый заметил глобальные изменения на полуострове со дня вхождения Крыма в состав Российской Федерации. За 4 года народу есть что сравнивать. Издан долгожданный указ о реабилитации, начато строительство соборной мечети. В местах компактного проживания крымских татар возводят школы, детские сады и спортзалы. Встреча прошла хорошо. У нас большая проблема. Нет дорог, но пообещали решить. В прошлом году мы встречались с Аксеновым. Он тоже пообещал решить наши проблемы. Спасибо им огромное. Мы им благодарны. Кроме этого, важным событием для народа стало придание статуса государственного крымско-татарскому языку. Вопрос топонимики решен. Уже идет процесс установки исторических названий населенных пунктов. В заключении было зачитано обращение 22 общественных организаций и подведен итог. И было зачитано это обращение именно 22 организаций, где это обращение поддержали именно лидеры общественного мнения Сакского региона. Единогласно я поставил это на голосование именно, и все 100% людей поддержали. Крымские татары будут впервые участвовать в выборах президента Российской Федерации. Поэтому заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов призвал жителей не обращать внимания на какие-либо провокации. Продемонстрировать всему миру и России, что в Крыму единство и согласие. И народ, проживающий в нем, не позволит посеять вражду на полуострове. Поэтому я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок, значит, и, конечно же, сознанием того, что, к чему все это может привести, сделать свой выбор. Этими вопросами интересуйтесь, и вы одна из активной части регионов, которые, в общем-то, можно сказать, на которую равняется и на которую внимание обращает от той позиции, которую вы занимаете, зависит также и позиция некоторых других регионов, активных тоже. 60 лидеров общественного мнения поддержали обращение 22 крымско-татарских общественных организаций и заверили, действующий президент – гарант комфортной и стабильной жизни крымчан. Султания Сидакаева, Санзи Вадинов, телеканал «Миллет». 4-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Республика начинает подготовку к празднованию. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что в Крыму 28 января считают датой начала крымской весны. Напомним, в этот день, в 2014 году, в центре столицы проходили акции в поддержку воссоединения с Россией. Конечно, тогда никто из нас еще не знал, что всего через 1,5 месяца состоится референдум, и Крым станет частью России. Тогда мы могли об этом только мечтать, пишет глава республики. В своем сообщении он отмечает, что этот выбор – свобода, безопасность и гарантия будущего. Именно за это будущее мы будем голосовать 18 марта, написал Аксенов. Долгожительница Сидика Амирова празднует юбилей. Жительнице Бахчисарая исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра приехали близкие, родственники и чиновники. Подробнее в следующем сюжете. Сидику Ханум поздравляли песнями и танцами, подарками и цветами. Теплые слова лились рекой. Правительственное письмо от президента России, старость которой можно позавидовать. Мы неоднократно ходим, вот так поздравляем юбиляров, пожилых наших людей. Вот.
И очень довольна, что в таких условиях живет Седика. У нее очень прекрасная дочь, вот, так за ней ухаживает. И если бы наши старики все в таких условиях жили, вот, то было бы благодарны, как говорится, и Богу, и правительству. Она прошла голод и войну, тяжелый труд и ранения. Седика Эмирова отмечает свой день рождения в 90-й раз. Рожденная в Бахчисарае маленькая девочка училась на отлично в школе. Во время войны маскировала советские самолеты и получила 2 ранения. Бомба подлаганда. Когда взорвалась бомба, она получила осколочные ранения и повредила руки и ноги. Комиссия дала справку и разрешила только легкий труд. Долгая и трудная жизнь. После депортации в Среднюю Азию Седика Эмирова, будучи молодой девушкой, цеплялась за любую работу, чтобы заработать на маленький кусочек хлеба. И жила одной мыслью – вернуться на родину, в Крым. Традиционный раз мы выезжаем поздравить наше взрослое поколение, благодаря которому сегодня есть на этом белом свете. И хотелось бы всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и чуточку терпения. Таких бабушек мы должны оберегать, ценить и всегда таким семьям помогать. Тяжелый труд медики ей запретили, но она не переставала вести активный образ жизни, всегда занимала твердую позицию и работала на благо страны. Дочь Айша Халилова рассказывает, они всегда старались поддержать представителей народа во власти и голосовали на всех выборах. Она Госдумага. Я сказала, мама, в Госдуму баллотируется один крымский татарин, Руслан Бальбек. На предварительном голосовании выберем Единую Россию. Сейчас выборы президента будут. Я уже в Симферополе предварительно отдала свой голос, а мама в Бахчисарае. К сожалению, таких долгожителей немного. Уважительная, добрая и патриотичная, говорят родственники именинницы. Долгих лет жизни и крепкого здоровья. Главные пожелания всех гостей мероприятия. Энвер Аблязис, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Уникальная выставка «Крылья крепнут в небе», посвященная столетию полковника авиации мира Гусейна Чалбаша, состоялась в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. На выставке рассказали о деятельности и о достижениях героя. Среди экспонатов фотографии, личные вещи, макеты самолетов, на которых летал герой. В завершении мероприятия был продемонстрирован фильм об известном авиаторе, познакомивший присутствующих со страницами его жизни. Он ни разу не покинул самолет. Самолеты буквально, что называется, на одном крыле, как песни даже поют летчики. Но, будучи даже сильно раненым, с осколком у виска, он все равно приводил все самолеты, не потерял ни одной единицы. Трагикомедия «Бежда Канифес» или «5 минут передышки» состоялась премьера спектакля в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре. Цель трагикомедии – донести до зрителей ценность родителей в жизни ребенка. Главный герой спектакля – отец большого семейства Муидин, вернувшись с похорон своего односельчанина, которого в последний путь не пришли проводить дети, задумал умирать. Его цель – проверить действия своих 4 детей, которые не навещали родителей несколько месяцев. Затею Муидин Бея поддержала супруга Хатиджи и сосед Мамут. Пьеса «Бежда Канифес» написана в жанре трагикомедии. Смех очень тесно соприкасается с печалью. На сцене развернута вечная проблема отцов и детей. Не серьезно, а серьезно – великолепный юмор и драматизм. Это проблема отцов и детей. И что главное в этой проблеме – родителей все время надо, когда они живы, уважать, любить их. Я не знаю, лелеять, потому что ближе родителей больше на свете ни у кого ничего нету. Не только родители нам нужны, но и мы им нужны. Им нужно наше внимание и наша забота. И человек, вышедший со спектакля, если у него появилось хотя бы просто желание позвонить родителям, считает, что мы выполнили свою миссию. Премьера спектакля с успехом прошла в Крымско-Татарском театре. Интрига трагикомедии держала зрителей в напряжении в течение 1,5 часов и никого не оставила равнодушным. Такое вот впечатление, что вот они душу вложили. Настолько они артистично сыграли, вот просто, вот я почему-то ожидала конец другой, а конец получился просто машалла, машалла. Bir taraftan
Мы и смеялись, и плакали, ведь не всегда получается уделить родителям должного внимания. И этот спектакль стал неким уроком для нас. Зрителей словно волшебством охватила потрясающая игра актеров. Цель спектакля оправдана. От просмотра каждый получил массу эмоций и большой заряд энергии. И, конечно же, задумался о своем отношении к родителям. Султания Истакаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Это были все новости. Оставайтесь с нами и приятного вечера.